Салем Достар, вы снова на канале Кола, Большой Рахмет, друзья, всем, кто подписался, я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Страшные страницы книги русского писателя о казахах». Давайте посмотрим, увидим, что здесь расскажет, покажет, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Смотрим, друзья. Году подошла к завершению первая пятилетка индустриализации Советского Союза. Подписав очередной договор с американской компанией по строительству очередного завода, члены Политбюро поехали отдыхать на дачу. Наевшись и напившись, Сталин указал Орджоникидзе сбросить на пол со скатертью всю еду и пальцем указал балеринам Большого театра раздеться и сплясать для него и членов Политбюро. День прошел удачно. Коллективизация принесла огромный доход в стране, за счет которой большевики расплачивались перед Западом за построенные заводы и фабрики. Отобрав не одну сотню тысяч голов скота у казахов и тонны пшеницы у украинцев, Москва обеспечила себе сытую жизнь и быструю индустриализацию. Дождавшись, пока Сталин, Микоян, Орджоникидзе и другие члены партии уйдут с балеринами по ложам, Поскребышев приказал двум лакеям собрать в скатерть разбитую посуду и еду с огромного стола и выбросить в мусор. Москва лоснилась от сытости и многочисленных строек. Американские промышленники удивлялись, как быстро Сталин превращал Москву в цветущую столицу. В это же самое время в Казахстане и Украине от голода умерло уже несколько десятков миллионов человек. Михайлов Валерий Федорович, советский писатель, публицист. Родился в семье ссыльных раскулаченных крестьян из Саратовской и Белгородской областей. Оба деда Михайлова были сосланы в Казахстан. Цепкая детская память мальчика Валеры сохранила картину, как по утрам по улицам Караганды гнали заключенных с автоматчиками и собаками на работу. Вечером все повторялось в обратном порядке. Михайлов с детства по рассказам родителей знал, какими методами насаждалась власть в Казахстане, что впоследствии отразилось на его творчестве. Перед вами книга «Хроника Великого Джута». Чтобы понять глубину трагедии казахов, достаточно даже первых страниц. Кто желает прочитать всю книгу, ссылка будет в описании. В 1932-м Казахстан был охвачен ужасным голодом. Мусрепов с 4 товарищами написал письмо в крайком о перегибах в коллективизации, но и обвинили их всех в национализме. «Мы думали, — сказал Габике, — конец нам пришел, что для него наша жизнь, для этого палача с окровавленным мечом в руке. Зима в том году была ранняя, а Алма-Ату еще в октябре занесло снегом. И вот вызывают Мусрепова в крайком. Что ж, поезжай в Тургай, если ты так переживаешь за свой народ». С усмешкой обратился к нему Голощёкин. «Своими глазами убедишься, что никакого голода там нет». Мужчины пошли по следу, который вел прямо к юрте. Распахнули дверь. Неожиданно внутри пустого жилища раздался тонкий пронзительный звук, от которого все похолодели. То ли собачий визг, то ли яростный вопль кошки, и все это сопровождалось урчанием. Из крошечного отверстия шалашика выскочило какое-то маленькое живое существо и бросилось на людей. Оно было все в крови. Длинные волосы смерзлись в кровавые сосульки и торчали в стороны, ноги худые, черные, словно лапки вороны. Глаза безумные, лицо вспекшейся кровью и обмазано капающей свежей кровью. Зубы оскалены, изо рта красная пена. Все четверо отпрянули и бросились бежать, не помня себя от страха. Когда оглянулись, этого существа уже не было. «Что это было?» — прохрипел Габит, глядя на спутников. Они молчали, дрожа крупной дрожью. Никто так и не вымолвил ни слова. Лишь потом, в Кустанае, один из попутчиков сказал ему: «Вы, наверное, думаете, что это был джин». «Нет, не джин. Я разглядел, ясно разглядел. Это был человек-ребенок, казахская девочка лет 7-8. Только что вы услышали историю со стороны мужчин, описанную в книге Михайлова. Я вам предлагаю взглянуть на этот мир глазами умирающего ребенка. Сделать то, чего не сделал еще никто. Друзья, поделитесь видео, подпишитесь, оставьте оповещения на новые ролики. Поддержите канал, если отзовется на помощь каналу хотя бы один подписчик на 10 тысяч просмотревших человека, это облегчит ношу автора. YouTube администрация чутко реагирует на любую спорную тему истории. И если на канале есть тема войны, голода, раскулачивания, то заработать вы ничего не сможете. Перед вами аналитика ролика о том, как варварски уничтожали города Золотой Орды в 20 веке. На 76 тысяч просмотров доход автора составил 0 тенге. Ролик о тюркской аристократии, заложившей основы русской литературы, при 40 тысячах просмотров дал разбогатеть, как вы видите на экранах, на $0,5. Это чуть более 2 тенге на 40 тысяч просмотров. Акнур росла здоровой девочкой в окружении своих братьев и сестер. Уже с 6 лет бегала и пыталась помогать маме по хозяйству. Присматривала за самым младшим в семье Нурисламом. Как-то в аул пришли большие хмурые дяди. Они приходили постоянно и постоянно что-то забирали. На этот раз послышались выстрелы и крик соседки тети Сауле. Дядя Серик, муж Сауле, упал, и у него изо рта потекла кровь. Папа Акнур крикнул детям быстро всем бежать за овраг. И дети все стайкой побежали по знакомому пути. Только Акнур издали, поймав сверлящий взгляд хмурого солдата, испугавшись, скрылась за старую поломанную арабу. Офицер, оттолкнув ударом сапога лежащую на умирающем муже тетю Сауле, жестом приказал солдатам обыскать юрту соседей. Вынеся какие-то оставшиеся после очередного обыска пожитки, чекисты направились к дому
дому Акнур. Весь аул, увидя, что случилось с Сериком, смиренно без сопротивления ожидали, как солдаты вынесут из их домов последнюю еду и запасы. Уходя, офицер предупредил: в следующий раз, если не будет еды, будем забирать у вас казаны. Стране нужен металл для строительства заводов. Забрали последнее, вяленое, засохшее, как камень, мясо. Запас на зиму. Оставался мешок какой-то крупы, закопанный неподалеку, вымененный ранее у торговца на украшения. Он помог протянуть какое-то время. В поле семья собирала коренья, варила кору, ловили мышей и птиц. Отец уходил на охоту копать сурков и другую мелкую живность. Постепенно сил становилось меньше. Каждое утро Акнур провожала шатающегося от слабости отца на охоту. Сами с детьми ползали по округе рядом, выискивая в степи все, что можно было принести маме на еду. Как-то отец не вернулся. Ушел далеко, от слабости споткнулся и упал во враг. То ли подвернув, то ли сломав ногу, подняться уже не смог. Наступали первые холода, первая от истощения умерла Маржан. Утром сестры нашли ее окоченевшую в постели. Через неделю не стало Жибек, Гаухар и Кумыс. Не имея сил, Акнур с мамой копала могилки сестрам рядом с юртой. Последний покинул маму и Акнур-младший и единственный сын Нурислам. Выпал снег, вся степь стала белой, искать коренья и другую еду стало невозможно. Обняв маму, укутавшись в старое одеяло, Акнур в сотый раз думал о том, когда же наконец придет папа, согреет и спасет их. Шел третий месяц с тех пор, как советские солдаты забрали у них последнюю еду. Мама, пошатываясь, встала и, набрав в казан снега, вскипятила воду, выбрав из сундука собранные и обглоданные еще летом кости, бросила их варить. Вместе выпив импровизированный суп, мама выбрала все кости из казана и положила в постель рядом с дочерью. Акнур, спрятавшись в грязное и твердое уже одеяло, стала по очереди сосать пустые кости. У мамы начались галлюцинации. Она то ли с кем-то говорила, то ли молилась. Снег стало заметать сквозь приоткрывшуюся дверь, но сил встать и закрыть уже не было. Девочка выбралась из-под одеяла и, хватаясь за край юрты, еле перебирая ноги, пошла закрывать дверь. Вечерело, обнявшись, мама с дочерью пролежали так весь день. Обняв и поцеловав дочь, женщина прошептала что-то. Акнур услышала только слово «Айналайн», почувствовав, как побежали слезы мамы. Достав ношу изголовья, женщина воткнула его себе в живот. Хлынула кровь, и из последних сил мать притянула дитя к себе, чтобы та выпила то последнее, что она могла дать дочке. Прошло еще 2 дня. Очаг давно уже погас, юрта заледенела. Кровь и слезы измазали все лицо. Красивые некогда волосы слиплись и закоченели в сосульке. Жизнь покидала последнего члена семьи. В последнюю ночь приснилась мама и сестры. И она с белым конем, вся красивая, в ожидании, что вот-вот придет папа. То просыпаясь, то засыпая в бреду, плача, обнимала закоченевшее тело матери, иногда всхлипывая: «Где ты, папа? Когда же придешь?» И как будто Бог услышал мольбы, дверь юрты открылась, и в нее, как наваждение, вошел папа и его друзья. Акнур, пошатываясь и всхлипывая из последних сил, встала и, раскинув руки, побежала: «Папа, папа, где ты был?» Но папа с друзьями будто остолбенели и, резко развернувшись, выбежали из дома. Папа, крикнула Акнур: «Куда же ты?» И от обиды расплакалась. Медленно, на четвереньках, с трудом удерживая равновесие, доползла до постели и легла рядом с мертвой мамой, глядя сквозь шанырак на чистое небо. Сверху кружа падали красивые снежинки. «Папа вернется», — подумала Акнур. Он просто побежал за едой. На небе зажглась первая звездочка. И маленькое сердечко девочки Акнур перестало биться. В это же самое время далекая пирующая Москва, кремлевские карлики и их лакеи праздновали индустриализацию страны. Истории Друзья, видите, да, я тоже. Я всегда говорю о том, что много людей, да, в те времена пострадало, так же, как и в Казахстане, и в Украине. Автор упомянул Украину, конечно же. Огромный рахмет за то, что помнят тоже нашу историю и знают ее на самом деле, как оно было, и как у нас тоже люди страдали, очень сильно страдали от голода. И когда ты слушаешь вот такие истории, автору, конечно же, огромнейший респект. Ссылку на автора я оставлю в описании под видео. Но то, что происходило тогда, в те времена, да, как людей просто убивали, морили и уничтожали, вызывает просто ужасы, ужасы. Я просто представляю, что им пришлось пережить. Это не описать словами. Да и никто не сможет представить это, потому что, не дай бог, придется нам переживать эти моменты снова, потому что это страшно. Это уму непостижимо, когда ты теряешь на глазах всех своих близких, да, потом маму теряешь, и все это видишь, и все это ощущаешь.
Это печально, друзья, это ужасно. И вот те люди, которые носят в День Победы портреты Сталина или еще, послушайте, много таких различных историй, сколько он людей убил вот такими своими поступками и движениями. И может вам откроются глаза, и вы задумаетесь, да, стоит ли этого диктатора брать в руки и носить его. Ничего хорошего он для народа не делал, это 100%. Друзья, обязательно подписываемся, проставляем лайки, прожимаем колокольчик. Видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Берегите себя, друзья. До встречи.